Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начался новый учебный год, с чем я вас и поздравляю. И начался очередной сезон работы в нашей школе, онлайн-школе «Точка роста». Я рада вас всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре, который будет посвящен очень важному вопросу. Это планирование деятельности центров «Точка роста», других субсидиарных сущностей в соответствии с требованиями, которые предъявляет нам федеральный оператор. Рассмотрим. Так, по-моему, у меня опять все соскочило. Так, не знаю. Так, но немножечко начнем с истории нашего развития. Все-таки нужно нам представлять, как развивается постепенно наша с вами система тех субсидиарных сущностей, которые учреждены в рамках программы, в рамках национального проекта образования. И я уже на всех наших встречах говорю о том, как постепенно развивается наше сообщество. Так, и уже вот в 2022 году у нас в Республике Коми должно уже быть 85 точек роста. Это значит, что 85 школ и в сельской местности и в малых городах нашей республики строят свое новое образовательное пространство, формируют новую образовательную среду. И в этом году у нас появляются новые центры. Это появляется новый IT-куб в городе Усинске, это появляется Кванториум в городе Воркуте. И в последующие месяцы и годы наша задача будет состоять в том, чтобы скоординировать всю работу как на местах, как в муниципалитете, и как работать совместно, формируя так называемое единое экологическое образовательное пространство в республике, которое сейчас придается очень большое значение. Как известно, наша республика входит в территорию северных арктических районов, а Арктике сейчас придается очень большое такое вот национальное стратегическое значение. Поэтому мы, педагоги, должны сделать все, чтобы вот в новом образовательном пространстве были созданы условия для качественного образования и воспитания. Мы с вами, так как у нас сейчас присутствуют новые члены нашей онлайн-школы, и кто-то, может быть, впервые подключился к нашему вебинару такого плана, значит, несколько таких уточняющих моментов, что федеральным координатором реализации национального проекта является Министерство просвещения Российской Федерации, так, а федеральным координатором по организационно-методическому сопровождению именно центров образования является Фонд новых форм развития образования. Региональным координатором является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми-республиканский институт развития образования. То есть все те мероприятия, которые мы проводим с учетом наших территориальных особенностей, они проводятся в рамках непосредственно деятельности федерального координатора. Сегодня мы с вами рассмотрим вопросы. Это нормативно-правовое сопровождение субсидиарных сущностей, направление планирования деятельности центров и рекомендации по планированию мероприятий. Как показывает анализ наших сайтов образовательных организаций, нам необходимо еще раз с вами обратить внимание на нормативно-правовое сопровождение деятельности наших точек роста. Нужно сказать, что планирование осуществляется по целому ряду направлений, которые мы реализуем, и в соответствии вот с теми направлениями, которые сейчас вы видите на экране, разрабатывается целая система мероприятий, которые утверждаются на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а мы отчитываемся затем уже о выполнении плана поквартально перед федеральным координатором. И, конечно же,
очень большое значение мы придаем тому вкладу, который вы вносите в реализацию мероприятий, которые у нас будут запланированы. И для того, чтобы оперативно реализовывать мероприятия, обсуждать методические вопросы, транслировать свой методический опыт, у нас функционирует онлайн-школа «Точка роста». И здесь вы имеете возможность, уникальную возможность представить свой методический опыт, опыт реализации программ общего образования, дополнительного образования, программ неурочной деятельности, работы с родителями. И таким образом онлайн-школа «Точка роста» является, ну, тем, будем говорить, окном в нашу республику, где вы можете показать свои достижения. Я хочу сказать, что не нужно думать о том, а лучше я послушаю, что скажут другие. Все равно вот любой опыт, он будет ценен, потому что в любом выступлении каждый может найти для себя что-то новое. Я всегда, значит, что мы всегда делаем? Мы размещаем анонсы о предстоящих мероприятиях на официальном сайте КРИРО, и я делаю рассылку информационных писем по управлениям образования, и в том случае, если у меня есть личный адрес педагога, руководителя Центра «Точка роста», то отправляю эти информационные письма на личный адрес. И некоторые педагоги вот так вот обращаются ко мне, что можно ли конкретно присылать информацию, пожалуйста, мне это не сложно. В конце нашей встречи я представлю свой адрес электронной почты. Все школы работают на основе локальных, на основе нормативно-правовых актов, начиная с федерального уровня. И такой вот настольной книгой для нас является распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года Р6. Если это распоряжение очень легко найти в интернете об утверждении методических рекомендаций по функционированию всех субсидиарных сущностей. Вот это вот распоряжение, оно является руководством к действию, и любой руководитель точки роста должен знать это распоряжение и пользоваться им при организации деятельности. Следующий нормативный документ, который я всегда транслирую уже и в прошлом учебном году, и сейчас повторяю, это методические рекомендации по оформлению официального сайта образовательной организации. Может быть, кому-то уже покажется, что ли, надоедливым то, что я постоянно об этом повторяю, но я скажу, уважаемые коллеги, что во многих школах официальные сайты образовательной организации не оформлены должным образом, хотя прошел уже год, а некоторые с выхода документа 9 августа 2021 года, прошел год уже, и я на протяжении всего учебного года говорила об этом документе, так или иначе, периодически возвращаясь к отдельным его разделам. Но наши сайты находятся, простите, в безобразном состоянии, и в дальнейшем мы уже будем проводить мониторинг сайтов и контролировать, как идет выполнение этого нормативного документа. Создается на официальном сайте образовательной организации создается специальный раздел «Точка роста», так, в котором размещается соответствующая информация. Об этом я подробнее буду говорить в октябре месяце. Далее вернемся к нашим региональным документам. Ведущим региональным документом является приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о создании центров образования, естественно-научной и технологической направленности. Точка роста в 2021-2023 годах. И также руководством к действию для нас является региональный комплексный план
организационно-методического сопровождения центров образования «Точка роста» и других субсидиарных сущностей. Также очень важным федеральным документом является концепция создания и функционирования центров образования, да, которая вышла у нас в 2018 году, которая утверждена распоряжением правительства Республики Коми 29 октября 2018 года, и затем были внесены соответствующие редакции в 2019 году и в 2021 годах. То есть вот на это нужно будет обратить внимание и руководителям точек роста, IT-клубов, контуриумов, которые функционируют при общеобразовательных организациях, обязательно нужно ознакомиться с этим документом. К документам муниципального уровня относятся документы местного самоуправления, относящиеся к деятельности центров «Точка роста», IT-клуб, Кванториум. Это приказ о создании центров роста и другие документы, которые необходимы в данном муниципалитете. Перечень локальных актов образовательной организации, он тоже регламентирован. Этот перечень изложен, это минимальный такой оптимальный перечень, он изложен в методических рекомендациях. Так, и в основном это, соответственно, приказы, которые издаются на уровне общеобразовательной организации. Ну, в первую очередь, это приказ о создании центра «Точка роста», какой-либо там направленности, гуманитарной, информационной или гуманитарной, информационной, технологической и, естественно, научной направленности. И утверждение положения о точке роста или IT-куба, Кванториума на базе школьной организации. Обязательно должен быть приказ о назначении руководителя Центра образования «Точка роста», IT-куб, Кванториум и утверждение штатного расписания. На этом приказе я хочу остановиться несколько подробнее, потому что, как показал такой вот мониторинг, который был проведен весной на базе таких вот мини-отчетов центров «Точка роста», было установлено, что в некоторых случаях директора школы указывают, а руководителя центра не указывают. Или, например, то, что директор совмещает функциональные обязанности руководителя образовательной организации и руководителя центра «Точка роста». Ну, вот и сегодня у нас проводилось республиканское мероприятие, вызывает заминку, вызывает вопрос о том, а кто у вас является руководителем центра «Точки роста». И вот то, что не придается значения вот этому статусу руководитель центра «Точка роста», ну вот, например, отмечаются некоторые такие вот, что ли, шероховатости в планировании, в проектировании работы по проекту 500+, или по проекту школы Минпросвещения, игнорирование этого центра, игнорирование руководителя «Точки роста», ну, сказывается на проектировании деятельности по таким вот очень важным проектам, как 500+, и современная школа Минпросвещения. Я хочу остановиться на этом еще несколько. Почему? Потому что, вот, например, открываешь сайт школы, смотришь, ага, руководство, педагогический состав. В руководстве вот кого только нет. Ну, ясно, директор, завучи, преподаватель, организатор безопасности жизнедеятельности. Там мы найдем главного бухгалтера, там мы найдем помощника директора по кадрам, так? Но руководителя «Точки роста» мы в этом перечне не увидим. То есть нам необходимо поднять престиж руководителя «Точки роста», потому что этот человек работает, этот педагог, он работает и с директором, и работает с завучами, и от него требуется тоже план работы. Так, далее. Тому, как идет планирование работы, как идет реализация работы «Точка роста», это все сказывается и на работе вообще всей организации, на выполнении планов, выполнении планов самой образовательной организации, планов по воспитательной работе. Так? Пусть эти планы пересекаются, пусть они не идут параллельно, они будут
перекрещиваться. Но вот это вот и таким образом вместе будет работать целая школьная команда, и это приведет к повышению качества образования и воспитания. Так, положение о центре это у нас будет, потому что директор издает приказ, утверждает положение о центре, и, соответственно, положение это должно быть расположено в центре «Точка роста». Документы о планировании деятельности центра. Ну вот, например, планирование весной где-то, по-моему, 6 июня я рассылала в управление образованием и в некоторые школы, адреса которых у меня были, вот такой вот план работы центра «Точка роста», в котором отражены направления работы нашего регионального плана, с которым я вас познакомлю. Так, значит, документы о планировании деятельности центра. Так, здесь могут быть размещены региональный план организационно-методического сопровождения работы субсидиарных сущностей. Откуда берется он, я потом вам покажу. Документы, относящиеся к сетевой форме реализации образовательных программ. О сетевом взаимодействии, в сетевом партнерстве мы с вами тоже будем говорить в нашей школе «Точки роста». Документы о наставничестве, это сейчас очень актуальный такой вот вопрос. Так, и другие локальные акты, которые вашей организации необходимы для того, чтобы деятельность субсидиарных сущностей она была более эффективной и такой вот систематичной. Если у вас будут возникать вопросы, вы сразу же говорите об этом. Так. Ну вот в 2021 году, 2021-2022 учебном году мы работали по региональному комплексному плану, который утверждается Министерством образования, науки и молодежной политики. Сейчас мы ждем этот утвержденный план, и как только он нам вернется, так мы сразу же разместим этот план работы на нашем сайте. Так, где же будут размещаться документы, которые нам необходимы для работы? Итак, вы видите картинку нашего официального сайта Института развития образования. И справа от меня, да, здесь мы видим такую вот вкладку, как «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства». Потом, на что можно еще обращать внимание? Вот здесь вот располагаются анонсы. Здесь располагаются анонсы, и вот именно в этой части нашего официального сайта будет располагаться информация где-то примерно за день или за два до мероприятия, что будет проходить и какие вопросы мы будем рассматривать. А слева вот здесь вот располагается новостная колонка. То есть вот сегодня пройдет у нас вебинар, я дам информацию о том, что вебинар у нас прошел, и какие-то вопросы были рассмотрены, столько-то участников присутствовало на нашем вебинаре. И это не просто такая вот информация, потому что мы потом отчитываемся по нашему региональному плану перед нашим федеральным координатором, и мы там даем очень подробную информацию о том, как же проходил у нас наше мероприятие, то есть мы даем ссылку на анонс, даем ссылку на трансляцию, даем ссылку на новость и пишем кратко, опять же, содержание нашего вебинара. То есть это довольно-таки очень серьезная информация, большой блок информации, который затем мониторится на уровне федерации уже. Ну и так, вернемся. Вот наш центр, да, вы сюда нажимаете на эту вкладку, вы сейчас можете вооружиться ручками, да, чтобы писать алгоритм. Так, Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Так, если мы нажмем на этот логотип, да, то затем появится вот перечень информационных вкладок, какую же информацию вы можете получить. Ну, наверное, не очень хорошо видно, я озвучу. То есть здесь вот у нас есть дополнительные профессиональные программы, так, на основе которых проходит повышение
профессиональной квалификации. Так, ну тут дальше и новости, республиканская система научно-методического сопровождения, т. Так, и вот тут как раз интересует нас вот это вот онлайн-школа «Точка роста». Вот здесь вот как раз будет размещен наш региональный комплексный план и другая информация. Так. Если мы откроем ссылку «Дополнительные профессиональные программы», то затем мы с вами увидим перечень программ, которые предназначены для повышения квалификации учителей-предметников. В центрах «Точка роста» программы общего образования внеурочной деятельности ведут самые разные педагоги. Ну и в первую очередь, конечно же, это биологи, физики, химики, учителя технологии, учителя информатики. Так, на базе центра «Точка роста» реализуются самые различные программы дополнительного образования. То есть вот здесь, вот в этом перечне мы и найдем для себя интересную какую-либо программу, которая нам необходима. Так. Ну что же, теперь вернемся к нашему таблице планирования. И немножечко эта таблица модифицирована, она носит рекомендательный характер. И постарались мы здесь предусмотреть самые различные направления деятельности, которые осуществляются в школе, в образовательной организации, в том числе вот на базе центров «Точка роста» с использованием ресурсов уникальных образовательных, с использованием вот того образовательного пространства, которое сформировалось благодаря реконструкции образовательной организации. Начнем с первого направления повышения квалификации педагогов. Вот, как-то порой вы пишете, к сожалению, очень так вот, что ли, обобщенно, не конкретно. Повышение квалификации там, по биологии, по географии, там еще в каком-то направлении. Хотя здесь можно указать, по каким дополнительным образовательным программам, да, какая профессиональная подготовка, в том числе вот стажировка. На стажировку я обращаю ваше внимание, что сейчас в этом учебном году с 1 по 2 ноября на базе Визинской средней школы будет проходить стажировка для учителей физики. Мы проводим сейчас стажировки вот так вот локально. И именно вот выбрали сейчас такой вот сельский район, чтобы в Визингу могли приехать учителя физики из близлежащих населенных пунктов и из близлежащих, там где это возможно, других муниципалитетов. Как будет организовываться эта стажировка и проходить, мы это уже осветим где-то в середине октября. Так? И в течение 2 дней, 1-2 ноября, вот как раз учителя физики смогут повысить свой уровень квалификации вот в такой вот, ну, будем пока говорить, что ли, редкой форме повышения квалификации, как стажировка. Суть этой стажировки будет заключаться в том, что методисты будут демонстрировать, обсуждать с вами различные методы и технологии использования оборудования по физике, как его включить в учебный процесс. Так, далее, откуда мы берем программу повышения квалификации, это я вам сказала. И, значит, на что еще обращу внимание? Вот обращу внимание вот здесь вот программы повышения квалификации, которые проводятся Академией Минпросвещения. Это очень интересная новая форма. Нужно сказать, что здесь бесплатно осуществляется повышение квалификации. Но нужно только зарегистрироваться и грамотно оформить свой педагогический профиль. Вот в 2022 году, вот сейчас у нас идет с 26 сентября по 5 декабря, если мы будем контролировать, то
тут написано «скоро запись», но, возможно, эта запись скоро уже откроется, да, это использование языка Python при обучении информатике на уровне основного и среднего общего образования в условиях обновления в ГОС. Бесплатная программа, 54 часа. Будете мониторить время, то успеете записаться. Так, или вот такая вот программа, которая тоже скоро уже будет реализовываться на базе Академии просвещения. Это преподавание учебного предмета физическая культура в условиях обновления в ГОС, начального общего образования. Так, занятия проходят онлайн. Предлагаются материалы, доступные для скачивания в форме лекций, видеоматериалы, практические задания, задания для отчетности. Все очень доступно, легко и понятно. Вот, пожалуйста, заглядывайте на этот сайт, заглядывайте на сайт Академии просвещения и контролируйте те курсы, мониторьте те курсы, которые вас заинтересуют. Так. Далее мы... мы также сотрудничаем с Республиканским центром дополнительного образования «Кванториум». И вот если мы обратимся в центр, Республиканский методический центр дополнительного образования, так, Гребченковой, методисту Гребченковой Елене Витальевне, она нам поможет сориентироваться в курсах повышения квалификации вот именно в рамках тех дисциплин, которые реализуются в Кванториуме и IT-клубе. Далее мы можем также организовать повышение квалификации педагогов в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей. Ну, проще говоря, в Академии юных талантов. И здесь вы можете обратиться или напрямую в этот центр, или через нас. То есть можно таким образом, у нас есть 4 варианта, как можно повысить свою квалификацию на базе Академии просвещения, на базе КРИРО, вот на базе центра Кванториум республиканском и в Академии юных талантов. То есть возможностей очень много. Так. Таблица. Угу. Так, теперь, значит, участие в работе онлайн-школа «Точка роста». Значит, вам будет предоставлена информация о том, когда у нас будут проходить занятия. Так, здесь же вы можете отметить и те мероприятия, те методические семинары, которые будут носить чисто такой вот предметный характер. Сюда мы будем их тоже записывать. Так, далее. Это посещение открытых онлайн-лекций с участием представителей научно-педагогического сообщества, ученых. И эта информация у нас также будет постепенно, она так в течение года приходит, о том, какие открытые лекции проводятся на базе, на федеральном уровне. Например, это так... У нас приходит информация о том, что та же Академия просвещения, она проводит открытые такие научно-популярные лекции для учителей-предметников, очень интересные. Так, и пытаемся мы здесь пригласить и ученых, педагогов, которые работают в СГУ или других педагогов, которые смогут расширить материал школьных учебников, выйти за содержание школьного учебника, потому что мы с вами знаем уже, что обновленный ВГОС, он предусматривает изучение предметов на углубленном уровне, уже, если мы будем говорить основную школу, то это уже начиная с 5 класса. Так. Следующая форма повышения квалификации – это индивидуальные образовательные маршруты. И я думаю, у нас в этом году дело двинется более так эффективно пойдет. И опять же, индивидуальный образовательный маршрут, он разрабатывается с учетом
профессиональных каких-то затруднений педагога с учетом диагностики профессиональных дефицитов, и сам педагог может обратиться в Центр непрерывного повышения педагогического мастерства, чтобы вот разработать индивидуальный образовательный маршрут с целью повышения там, предметной компетенции, методической компетенции, повышения компетентности в области формирования функциональной грамотности. Так, но это все то, что делается за пределами школы. Да? В самой школе что может быть? Так, оно двигается. Вот сюда. Так, нет, это слайд. Подождите. Так, планирование, таблица. Почему она не двигается? Так, ага, вот процесс пошел. Так. Извините. Так. Значит, в пределах, это я уже перескочила. Так, такой пользователь, а? Так, извините, коллеги. Так, в пределах школы. Очень большое, конечно же, значение имеет система повышения профессиональной квалификации внутри самой школы. Это, конечно же, система мероприятий, которая предусматривает внутришкольные методические семинары, заседания школьных методических объединений, которые проводятся вот именно с педагогами, преподающими в точках роста. Это по программам общего образования, так, это по программам внеурочной деятельности. То есть здесь нужно четко разводить, потому что если у нас речь идет о программах урочной деятельности, они завязаны на государственных образовательных стандартах, так? А если мы говорим о программах внеурочной деятельности, то они не стандартизированы и выходят за рамки школьной программы. И, конечно, было бы интересно, как используется оборудование этих наших субсидиарных сущностей и как в урочной деятельности, так и в неурочной деятельности. Потом далее смотрим третье направление здесь же, это в реализации программ дополнительного образования. То есть вот это вот, вся вот эта вот система методических мероприятий, она должна быть отражена вот в этом вот плане. Так, ну и далее обучающие семинары, здесь мастер-классы, методические мастерские по вопросам использования оборудования, средств обучения и воспитания. Индивидуальное консультирование. Пятое направление. Так, пятое направление. Здесь возможно вот это вот индивидуальное консультирование в рамках модели наставничества педагог. И индивидуальное консультирование, значит, вы можете планировать и с Центром непрерывного повышения педагогического мастерства. То есть, например, вы формулируете какой-то пакет вопросов, и мы можем выйти вот конкретно, ну, так вот онлайн в вашу организацию и, соответственно, решить какие-то наши профессиональные проблемы. Очень важное направление – это участие педагогов в различных наших профессиональных мероприятиях, где мы можем собраться, поделиться своим опытом и пообщаться в такой вот неофициальной обстановке. Значит, что у нас сейчас планируется на этот счет? Вот где-то в сентябре месяце, где-то вот с 20-х чисел сентября, так, на неделю планируется проведение методического форума, в рамках которого будет рассматриваться работа методистов, потому что сейчас, вы знаете, большое значение придается методической работе, и у нас имеются методисты, которые, будем так говорить, что они дипломированы, они имеют свидетельство методиста, и они прошли всевозможное обучение и тестирование по программе Академии Министерства просвещения. Так. Далее, на что нужно обратить внимание, в декабре у нас будет форум по наставничеству, так,
И вот вы ознакомитесь вот с этими вот направлениями и внесете эти мероприятия вот в свои комплексные планы. Так. Далее. Это участие представителей педагогов в центрах, мероприятиях, организуемых Министерством просвещения и Академией Минпросвещения, и в том числе и КРИРО. Вот сейчас, имея такую вот аудиторию, так, я говорю о том, что с 23 октября по 12 декабря 2022 года будет проходить Всероссийская профессиональная олимпиада по направлениям хранители русского языка для педагогов русского языка. Так. И очень важное направление – это команда большой страны. Значит, с 23 октября начнется эти мероприятия. 23 сентября я буду проводить вебинар о том, как проходит эта олимпиада. Эта олимпиада, повторяю, всероссийская профессиональная, проходит в нашей республике второй год. И нужно сказать, что наши педагоги с честью выполняют задания этой олимпиады. И по всем направлениям наши педагоги принимали участие в финальном очном конкурсе, который проходил в Москве, в финальном очном туре этой олимпиады в Москве. Так что я сейчас анонсирую вообще это мероприятие. Ну, учителя русского языка, они уже могут начать сейчас готовиться. Так? А вот о направлении, забегая вперед, о направлении команды большой страны я скажу уже сейчас, что это очень интересное направление конкурсное, потому что в команду входят 4 педагога от образовательной организации. Команд может быть несколько. Ну, если мы говорим о сельской школе, то обычно это одна команда. Но если эта школа все-таки несколько большая, то, пожалуйста, вы можете создать 2 команды. И в эту команду входят 4 человека, и желательно, чтобы они были специалистами в разных каких-то научных и предметных областях. Потому что задания для команды большой страны, они носят такой вот междисциплинарный, надпредметный такой характер, метапредметный характер. И в прошлом году у нас команда из технологического лицея города Сыктывкара представляла Республику Коми в Москве. Так, ну вот, значит, должны ли быть в школе методические объединения учителей, работающих в точке роста? Да, коллеги, такой вот вопрос поступил. Вы можете создать такое методическое объединение учителей. И вот у нас 20 сентября будет семинар методический. Я его называю так вот условно «Как мы работали». И на этом семинаре будут принимать участие педагоги, предполагаю, Усть-Куломского района приглашены, Усинска, Прилузского районов, которые предоставят свой опыт работы вот, субсидиарных сущностей. То есть вы можете работать так, создавать такие структуры, которые бы позволили бы вам повысить эффективность образования, повысить качество образования, к чему мы все стремимся. Так, далее, это популяризация национального проекта образования. Так, как же я ее поднимала-то? Так, вот здесь нужно будет обязательно отметить, что работа над оформлением и ведением сайта образовательной организации. Здесь отвечает, конечно же, то лицо, которое компетентно в этом вопросе, лицо, ответственное за ведение официального сайта образовательной организации, и в первую очередь руководитель центра «Точка роста». Директор помогает, контролирует, да? А вот именно руководитель занимается этим вопросом. Так. Работа с родителями отражается. То есть, например, вы проводите родительские собрания о том, что такое точка роста, зачем она нам нужна,
что получается в итоге. Простите, да что ж такое, а? Ну, не поворачивается у меня. Так. Потому что работе с родителями нужно сейчас уделять очень большое внимание. Родители – это полноправные участники общеобразовательного процесса. И особенно вот именно нужно объяснять, что такое национальный проект образования, из каких проектов он складывается, и в рамках... Да? Так, и какие цели преследует этот образовательный проект, и тем более, что вот когда идет формирование нового образовательного пространства, новой образовательной среды, то нужно стремиться, чтобы родители тоже принимали участие в работе школы, в проведении воспитательных мероприятий. Так, далее, сетевое партнерство, сетевое взаимодействие. Это очень такой вот важный сейчас вопрос, который разрабатывается на уровне министерства, так, потому что он связан с привлечением специалистов из необразовательных сфер, в частности, вот как принято говорить, из предприятий реального сектора экономики, привлечение специалистов из области культуры, физической, из области общей культуры, физической культуры, здравоохранения. Но мы пока говорим о сетевом партнерстве. И вот какие программы, какие разделы программы разрабатываются с учетом вот сетевого партнерства и сетевого взаимодействия. Так, наставничество, 7-е направление. Еще раз повторяю, что в декабре у нас будет форум, посвященный наставничеству, и наставничество выражается в самых разных моделях. На эту тему у нас был вебинар во втором полугодии 2022 года, в первом полугодии 2022 года, да, и я, наверное, вот сейчас вот так вот беседуя с вами, выложу всю информацию о проведенных вебинарах и работающих ссылках, чтобы вы могли, что ли, посмотреть то, что уже было. Так, организация профориентационной деятельности обучающихся. Вот он тут как раз вот. Если здесь мы говорили о том, что привлекаются для реализации каких-то образовательных программ, общего образования, внеурочной деятельности, дополнительного образования, то здесь мы говорим уже о организации встреч с представителями реального сектора экономики. И вот такая сейчас вот тенденция, что сейчас приветствуются не просто экскурсии на какое-то предприятие, да, а именно проводится такая система мероприятий, чтобы учащиеся окунулись вот в какие-то профессиональные пробы, то есть что-то поделали руками, повращались вот в этой вот какой-то профессиональной среде. Но здесь, конечно же, нужна тоже разработка качественной программы. Организация коммуникационных площадок для обучающихся для обсуждения различных актуальных проблем вот в области естествознания, обществознания, математики, информатики и технологии. Так. Очень интересное такое направление, и вот оно пока у нас ничем не было представлено в прошлом году. Вот это здесь вот как раз можно себя заявить, разрабатывая методику организации проведения таких вот коммуникационных площадок. Развитие проектной деятельности учащихся. По проектной деятельности обучающихся у нас в октябре будет два я планирую вебинара или методический семинар в том числе, потому что происходит подмена понятий, что такое проектная деятельность, что такое исследовательская, или пишут через черточку проектно-исследовательская деятельность, хотя сейчас уже точно определено, что
Это совершенно разные виды деятельности школьников. И демонстрация эффективного опыта реализации программ. То есть здесь можно, пока это направление, оно не систематизировано, это направление не систематизировано, то есть здесь можно рассказывать о всем, чем вот что-то вы наработали, какие-то методические рекомендации или программу. Пожалуйста, здесь можно презентовать программу. Ну вот, например, мы планируем пригласить вот в этом 4-м квартале учителя физики гимназии имени Пушкина города Сыктывкара Майбурову Анну Ананьевну, которая разработала лабораторный практикум «Цифровая физика», и как раз этот вот практикум, она будет представлять такому вот нашему широкому сообществу. Очень много проводится мероприятий реализации такого направления, как шахматное образование в школе. Я приглашаю всех, кто этим занимается, к трансляции не только своего результата, о том, как реализуется шахматное образование, но именно о методике, о технологии работы с учащимися в этом вот направлении. Так, шахматное образование. Так, линейка методических семинаров, опыт применения медиатехнологий, формирование современного образовательного пространства. Это и выпуск каких-то школьных газет, это работа школьного радио. Вот в какой-то школе так и указали: школьное радио, точка радио. Вот так вот они назвали. Это работа, ну, не скажешь, телестудий, но, по крайней мере, какие-то кружки имеются, которые, на занятиях в которых дети разрабатывают различные видеоролики, принимают участие в конкурсах. Вот эта информация тоже для нас очень ценна. Далее. Значит, изучение, линейка методических семинаров по изучению предметов на углубленном уровне. Но обязательно, вот мы с вами здесь говорим о том, что это должны быть программы с использованием оборудования «Точка роста». У нас нет практически пока еще видеороликов, которые бы вы сняли и нам прислали для демонстрации, комментирования, что вот вы используете так-то и так-то какое-то оборудование центра «Точка роста». Пожалуйста, приглашаю вас вот именно к работе по этому 10-му направлению. Руководители точек роста, пожалуйста, опросите педагогов, вот кто что может сделать, кто какой опыт может представить, и вот все это размещаете сюда. И вот такой-то учитель, вот он ответственный за выполнение этого мероприятия. Конечно, когда оно будет уже написано, указано в плане, подписано директором, заверено руководителем точки роста, то да, педагогу уже волей-неволей, а нужно будет вот стремиться к тому, чтобы это свое направление выполнить, а коли оно будет выполнено, то это будет уже влиять на качество образования. Так, далее это формирование, проектирование предметно-информационной образовательной среды при обучении предметам. Проектирование предметной информационно-образовательной среды. Ну, сейчас по всем предметам приняты концепции развития того или иного предмета. И во всех концепциях указано, что на сайте образовательной организации должны создаваться свои вот такие вот разделы, в которых бы были размещены какие-то материалы, которые
бы сопровождали образование по тому или изучение того или иного предмета. Как сейчас принято говорить, верифицированные, то есть безопасные информационные ресурсы. Здесь могут быть размещены какие-либо материалы для того, чтобы ученики могли безопасно для своего психологического здоровья рассматривать уже тот или иной какой-то вопрос. То есть мы сейчас уже отходим от того, что, например, ребята, вот найдите вот по этой вот проблеме что-нибудь в интернете, и вы там нам это расскажете. Нет, учитель сейчас дает конкретную ссылку на тот ресурс, который не просто так необходим для этого предмета, а тот ресурс, который работает на предметные, метапредметные и личностные результаты данного образовательного предмета. Ну и что еще сюда в 10-е направление можно поместить? Жду вас с такими предложениями. Это серия вебинаров, виртуальных ознакомительных экскурсий, демонстрирующих инфраструктуру всех субсидиарных сущностей. Пожалуйста, делайте видеозаписи своих роликов, делайте видеозаписи мероприятий, присылайте. Ну, конечно, чтобы это было достойно для размещения на сайте КРИРО и для того, чтобы педагоги, ваши коллеги, они, просматривая вот этот вот материал, они могли чему-то научиться. Ну, вот по такому вот плану мы будем с вами работать. Что же нам в помощь еще будет? Так, что нам еще будет в помощь? Так, то есть я вот размещу в центре перечень вебинаров для сентября по декабрь. И вы можете уже посмотреть, что же здесь у нас будет проходить конкретно, и заполнить нашу план-таблицу. Ну и уже на весь учебный год вот вы можете составить какую-то свою систему мероприятий. Еще раз говорю, что эту таблицу заполняет кто? Руководитель точки роста. Он работает очень в тесном таком сотрудничестве с завучем по учебной работе и воспитательной работе. Так, теперь, для того, чтобы быть в курсе всех мероприятий, которые проводятся, опять же, мы обратимся к официальному нашему сайту КРИРО. И, пожалуйста, вот здесь вот в горизонтальной линейке структурных разделов нашего сайта вот есть такая вот рубрика, как «Планы». Зайдя в эту рубрику, значит, что мы с вами найдем? Мы найдем план работы КРИРО на 2022 год. То есть, начиная до декабря, с января, вот до декабря месяца все у нас уже распланировано. Так? И если вы не найдете точных дат, то хотя бы ориентировочно какой месяц и какая там декада, все эта информация есть. Теперь мы всегда размещаем план работы на месяц. План работы на месяц. Так, странно. Почему нет? Простите, почему нет? Потому что я это сделала зараньше. Так? И вот здесь вот планы работы на месяц. Вы найдете план работы на сентябрь. А уже вот с той недели мы начнем составлять план на октябрь. И вот поэтому здесь вот вы можете постоянно, уважаемые педагоги и руководители точек роста, вот вы можете постоянно соотносить свою деятельность с тем, что у нас здесь проходит. И, может быть, даже порой иногда не ждать какого-то информационного письма, а здесь уже информация будет. И у нас есть план работы на неделю. План работы на неделю тоже выставляется в этом плане. Так, и таким образом, такая вот матрешка планов, она позволяет сформировать представление о том, какие же мероприятия проводятся. Согласитесь, что если, например, вот учитель, там, директор или зауч, вот, ему очень трудно сориентироваться во всех этих направлениях, и, конечно же, помощь руководителя точки роста здесь будет неоценима. И сами педагоги-предметники, они тоже могут отслеживать, какие мероприятия, касаемые их предмета, будут запланированы.
Ну, говорили о работе конкретно педагогов, работа для планирования проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Я об этом буду тоже говорить позднее. Так? Но вот, по крайней мере, здесь вам представлена картинка, которая информационного письма, скриншот информационного письма, которое пришло главе Республики Коми, было переслано нам, о том, что Московская областная общественная организация поддержки и развития творческой, научной, культурной деятельности молодежи, так, она проводит серию конкурсов для обучающихся и конкурсов для педагогов. Вот здесь мы можем найти самые различные конкурсы, самые различные тематики. Так, для обучающихся тут и поэтика, и лестница наук, признание, мир прекрасен. Тут есть конкурсы как научного содержания, так и художественного содержания, там фотографии, видеоролики, так... Например, вот тут вот всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы», конкурс фотографического искусства, так, ну, опять же, научный конкурс «Поколение науки», «Наследие моей страны». То есть любой педагог найдет среди этих конкурсов те, которые ему необходимы. Письмо это будет расположено также и в нашем разделе в разделе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства «Центр.роста» и конкурсы для педагогов. Не забываем о том, что, конечно же, мы ждем, чтобы учащиеся принимали участие в олимпиадах, специально отслеживается, какова успешность олимпиадников, посещают, учатся ли они в тех школах, где есть Центр.роста. То есть ведется и такая еще статистика, да, конкурсы для педагогов. Если педагоги, из каких они школ, из школ, где есть точка роста, и почему так много обращается на это внимание? Из каких школ? С точками роста или без точек роста? Но дело в том, что центры создаются на федеральные средства, и, конечно же, федерация, она вправе знать, как же эффективно работает та образовательная организация, в которую были вложены материальные ресурсы. Ну, так, поступил вопрос, во всех ли школах руководитель точки роста – это отдельно оплачиваемая должность. Это не должность, но она должна каким-то образом материально датироваться, а об этом написано в методических рекомендациях, о которых я указывала. То есть какая-то денежная субсидия за то, что руководитель он потратит дополнительное время, да, дополнительные свои силы, она должна каким-то образом оплачиваться. Ну, могу сказать, что мы ведем вот такой вот еще учет. Ведем такой вот учет педагогов, которые принимают у нас участие в наших заседаниях. Это тоже такой вот показатель. И мы отчитываемся по этому показателю перед Министерством образования нашей республики. Так, пересылаем эту информацию в управление образованием. Ну, насколько это эффективно, так, просто для интереса. Ну вот, например, в Воркуте у них нет точек роста, да, на сегодняшний момент, но регулярно, в зависимости от темы, так или иначе, в этом муниципалитете принимает участие, вот где-то принял участие 54 педагога. В Усинском, простите, не в Усинском, а в Ижемском районе, так, где 5 точек роста, принял 3 участия, 3 педагога. Ну, довольно-таки интересно. Интересный такой вот расклад. Хотя нужно сказать, что у нас даже имеются и наши
слушатели, которые принадлежат и школы, расположены в других муниципалитетах. И здесь вот радует нас Алтайский край, порадовал вот в прошлом учебном году 19 подключений. И также вот каким-то образом нас послушали и в Тульской области, Владимирской, Нижегородском, Краснодарском крае, Республике Дагестан. Причем это были не такие вот эпизодические подключения, а вот несколько занятий вот прослушали педагоги вот из таких вот, можно сказать, удаленных республик, да, и субъектов, ну, например, Алтайский край, где находится, и где находится Республика Коми. Так что, уважаемые коллеги, я, значит, всегда жду большего участия. У нас сейчас вот 35, а школ, сколько там у нас? 85 или 87, я сказала. Так, рекомендую вам также, чтобы быть оперативными, оперативно получать информацию уже из первых рук. Так, это вот в телеграм-канале имеется отдельная такая вот сайт, который предназначен именно для педагогов и руководителей точки роста. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, и вы будете получать ту своевременно очень актуальную информацию. Хорошо, так, поступил вопрос. Возможно ли провести конкурс страниц точек роста в сетевых сообществах? Значит, разделов. Да, у нас будет проходить мониторинг разделов точка роста на сайтах общеобразовательных организаций. Вы это имели в виду? То есть конкурс, он будет проходить, тут вы имеете в виду конкурс, чья страница лучше, чей раздел лучше. Ну, пока мы над этим не задумывались, но можно будет все-таки по итогам мониторинга вывести какой-то итог. Так, ВКонтакте больше выкладываем, отвечаю, задают вопрос. Так, ВКонтакт это не является, что ли, такой официальной государственной структурой отражения образовательной деятельности. Деньги вкладываются в общеобразовательные организации, поэтому организация должна отчитываться перед регионом. А мы, соответственно, отчитываемся перед федерацией. Но, например, коль вы ВКонтакте работаете, то, значит, там, где у вас будет раздел, который называется у нас популяризация национального проекта образования, вот там вы можете отразить, что вы ведете также информацию и ВКонтакте там выкладываете. Но наполняемость раздела общеобразовательного сайта, сайта образовательной организации, она регламентирована Рособнадзором, и мы должны обязательно ее делать. Правильно, открыли вы эту страницу, но, еще раз обращаю ваше внимание, нужно вернуться к тому информационному письму, на котором идет рекомендация о том, какие подразделы должны быть для того, чтобы отчитываться перед федерацией. А то, что эта страничка у вас есть ВКонтакте, пожалуйста, вы можете там открывать еще и другие страницы. Так. Ну и напоследок еще раз транслирую свои контакты личные. Так, это Ирина Дмитриевна Новикова, собака Криро. Так, это рабочая электронная почта. Пожалуйста, сюда присылайте все свои вопросы. Так, и мы с вами будем уже лично переписываться. И можно позвонить и уточнить какие-то такие мелкие вопросы, которые не требуют пояснения, особенно такого развернутого, и узнать по телефону. Еще раз повторяю, что, значит, я рассылаю информацию по управлениям образования.
У меня есть часть электронной почты, ну, буквально уже так, на личном контакте, и отдельно еще раз делаю рассылку. И где какую почту увижу, там есть точка роста, я сразу же ее беру себе на карандаш и рассылаю. Поэтому еще раз говорю, что если вы хотите, чтобы я вам, чтобы вы оперативно узнавали о том, что у нас будет, какие темы, так, то, пожалуйста, можете мне прислать свою электронную почту. Буквально с той недели вы можете уже зайти, будет завершено оформление раздела «Точка роста» в Центре непрерывного повышения педагогического мастерства. Мне бы хотелось, чтобы в этом году мы заработали более активно с вами, стали более активными, и это бы послужило всем нам на пользу, потому что труд каждого, он вливается в труд всей нашей республики и повышается таким образом качество образования. Презентация. Так, презентация. Значит, сегодня у нас будет оформлена новостная колонка, как я вам говорила, да, новость. Прошел такой-то у нас методический вебинар, и презентация, и таблица для составления плана, она будет размещена в этой новости. Еще раз говорю, что вот этот вот план, он носит такой вот, ну, примерный рекомендательный характер. Он составлен на основе регионального комплексного плана, который будет размещен в центре «Точка роста». Так, я ответила на вопрос. Ну вот, у нас сегодня с вами прошло полноценное такое занятие в нашей школе, часовое занятие, поэтому... Так, вопросов больше нет, спасибо, говорят. Так, ну еще Константин Андреевич что-то там писал нам какой-то вопрос. Сущность, есть лицензия адреса осуществления, считается это, если у центра, на базе которого функционирует сущность, есть лицензия адреса. Так, считается ли это, так, чего адреса? Если у центра, на базе которого функционирует сущность, есть лицензия адреса. Константин Андреевич, не понимаю. Извините. Не поняла этого вопроса, но я его сохраню себе в памяти. Так. Так, есть лицензия. Так, хорошо. Открытие. Ага, хорошо. Открывается точка роста. Где-то там, где работает Надежда Николаевна Куликова. Да, вот еще. И, значит, я перечислила мероприятия, которые, простите, документы, которые должны быть в этом разделе, да. И, конечно же, вот если идет такое знаменательное событие, как открытие точки роста, туда там вы тоже пишете, описываете это событие, размещаете фотографии. Но вот, к сожалению, вот, коллеги, представьте, что вот есть еще сайты, где указано, что что точка роста открыта в 2019 году, и все. Или даже так. Планируется открытие точки роста в 2019, или открылась точка роста, и все, больше ничего нет. Хотя прошло уже вот сколько там, 3 года с открытия, да, прошел целый год с того момента, как я рассказываю, что должно быть на сайте, но еще ничего не изменилось. В городе Печора. Так, ну что же, мы поздравляем наших коллег из поселка городского типа поселка городского типа Кожва Печорского муниципального образования с открытием точки роста и пожелаем им творческих успехов. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за профессиональное внимание. Я думаю, что у вас возникнут какие-то интересные такие свои находки, система своих мероприятий будет разработана. И до встречи до 20 сентября. Будет вебинар, который я назвала «Как мы работали» в прошедшем учебном году. Всего доброго вам, до свидания, будьте здоровы!